Это наблюдательный пункт наш это самое сделал. Так, ну что, проверьте пропеллеры. Проверка завершена. Home point updated. Показывает, что где-то близко этот. Я что ли, меня что ли реагирует? Так, ну что, полетели. Достигнута максимальная высота 30 метров. Это я в Китае его не зарегистрировал. Что в России зарегистрировал, роли не играет. Главное, в Китае надо. Так, ну что, глядим по окрестности. Лес, лес. О, болото. Классное болото. Ну, так, ну медведей, людей не видно вроде. Ну и ладно, покатались и хватит, давай назад. Посадка. Что-то долго садиться, нафиг. Посадку просит. Сигнал посадки. Давай. Ну я же понял, тут обе руки должны работать. Одна ждет, а второй надо пальцем нажать, что я согласен на эту посадку. Когда руку поставил, он посадочный сигнал там резко увеличивает, но все равно надо нажать. 30 метров ограничение, ничего. И в сторону 50. В сторону 50, да. Китайцы за других решают. Ладно. Европейская часть России практически попадает. Там эти, у меня матюк идет, вонючие нацисты бомбят, блин, там сбивать кедрени воши всех надо. Я попался на этом, но я просто не знал, в Китае регистрировать надо. Поэтому, когда язык выбирал, я только русский оставил. А чтобы Wi-Fi, надо пароль туда вводить. Без пароля не соединишься с интернетом. А ввести не могу, потому что английский я, говнюшный английский язык, не ввел. Ладно, домой приеду. Так и быть, зарегистрируюсь в Китае. А тут вот возникают вопросы. Пиндосы за нами следят через это самое GPS. И что, китайцы хотят. Надо свои выпускать. Но у нас в основном на войну идет. Ладно. Ну что, шуруем домой. Так, на дорожке еще встречаются. Вон слева есть. Какая-то ягода мелкая. Как смотришь, пока дойдем, из дна закроется. Глухарка из-под ног взлетела. Рябчик, да? Какой рябчик? Глухарка, здоровая. Но я услышал треск взлет. Слушай, я думал, это отдельная глухарка, а больно шуму много было. Мне кажется, весь выводок за раз взлетал. Так, ба-ба-ба-ба-ба-бах. Я аж подпрыгнул. Ну там видел, серое мелькало, но запросто что и там кучей сидели, кучей взлетели. Глухарята здоровые должны быть. Размером с глухарку. Серые. Ягодками баловались. Так. Ну, на безрыбье рак рыба. О. Так эти отдельные как-то мало привлекательны. Для меня, по крайней мере. Какие-то недоделанные. Цвет даже какой-то
блеклый. Ну, можно сказать, спелые. Ну, я бы сказал, это та ягода, которую женщины хорошо собирают. А ленивый мужской народ, типа меня, не особо. Но пока энтузиазм есть, какие-то хилые все. Но это не урожай, а сверхсупер урожай. Категорично сверхсупер. Десяток ягод увидел, прошел километр, и еще с десяток мизипузерных ягодок. Да, в разброс. Ну и ладно, развлекаемся. Ух ты! Ягодки. Вся любовь, что ли? Но в этом районе леса дофига следов. И тут видно, какая-то ягода была, все подобрали. Обычно все подбирают, когда ягоды мало. Так, ну что, не зря сходили, по крайней мере, явно подосиновик. Сейчас посмотрим. Ну что, такой шикарный гриб не оставим? Ух ты! Ах ты! Редиска! Что ты червякам отдался? Нет бы нам. О, ну, извиняйте, ты не наш. Пускайте червяки доедает. Ну, да нет и сюда нет. Ну, один гриб ни к селу, ни к городу. Даже на один зуб не положишь. Ладно, идем дальше. Надо же, второй попался. Ну. Классный! Валерий Васильевич, как думаешь, один гриб на один зуб хватит или не хватит? На 5 зубов хватит. Ну, если картошки там 5 килограммов. А если суп сваришь, такие ведро можно сварить. Ладно, это. Так, ну что тогда, возьму. Как с ерша одного ведро ухи делают. Yes. А с одного подосиновика что, тоже ведро ухи будет, нет? Конечно, запах-то он даст, а там картошка, морковь, лук, Помидоры. помидоры, огурцы, все это пойдет. Да. А запах грибной все равно будет. Согласен. Короче, убедил, беру. Ну что, Валерий Батькович, что-то мы потерялись. Сумрачный день. Компас показывает туда. Но на всякий случай сейчас квадрокоптер подниму, посмотрю, где напрямик дорога, как ближе подойти. Он, правда, вредина выше 30 метров не поднимается. Ну, если близко покажется. Да, если дорога близко, то покажешь. Лишние 50 метров лень по болоту топать, болотистому лесу. Ну что, где тут просвет между деревьями? Ну, что, дорогу ты увидишь или не увидишь, а? Извиняйте, багульнички, вы мне можете помешать. Багульником так воняет, блин. Говорят, от него засыпаешь, если передышишь. И по багульнику много ходишь, голова болит. Нифига. Он ядовитый багульник. Ну да, слыхал. Тараканов не травят багульником? Или кого травят? Нет, мыши не лезут в яму, если не лазят. Ну что, до кучи снимаем? Что, зря что ли? Ну что, полетели? Такой аккуратный, так меня воспринимает как препятствие. Ну давай вверх. Достигнуто максимальное. С такой высоты дорогу не увидишь. И он дальше 50 метров не летит, редиска. 50 метров слетаю.
Max flight distance reached. Дальность полета ограничена. Валерий, Да. он 50 метров отлетел, а дорога, там лес более четко стал был виден. Это где-то не 50, а до дороги где-то 120 метров. Ну и ладно. Я его возврат домой сделал. Ага, точно надо мной. Ну, давай, садись. Колотить тебя неловко. Блин, китаец. Все, кто учат в интернете, все, по-моему, того. Руку набили, и там 2 секунды показывают и думают, что все понятно. Вот что он, гад, не опускается. А у меня тут матюк выскакивает. Колотить тебя неловко. Пошел нафиг, блин, китайский. И кто учит, как управлять, тоже такие же, это самые, ненормальные. Слово дебил я не сказал. Солнце выскочило. Значит, как пойдем, она нам сзади должна быть. Ну, без 10 час, да. Ну, я говорю, там. Почему он меня не спускает? Он видит, фиксирует, он, сволочь, не спускает. Так, ну, надеюсь, я не сильно, Валерий, батько, не матюгался. По-моему, ни одного матюга не сказал. А слово редиска, по-моему, слишком мягко. Ладно, китайцы, что они придумали, это их право, что придумали, то и делают. А вот эти, которые учат по интернету, ну, гады, редиски, блин, тупые, как сибирские валенки. Эти я сибирские валенки обидел. А то поставил руку и все. А у меня ни хрена он не садится. Ай, ладно, переживем. Ну, коптер-то у тебя не садится на культурно-китайский агрегат. Интеллигент. На грязную руку не хочет садиться. Ну, Так что перед этим помыть надо. ну извини, не знал. Извиняюсь, китайцы. Ура, впереди дорога. Все, выходим на цивилизацию. Ну пыль столбом, точно цивилизация. Ну скоро будем дома.